Молодая республика Ингушетия в 2021 году отметит свое 29-летие. Но вот история ингушской государственности почти 100 лет. Это с момента, как была заложена советская власть в нашей стране и когда были изданы первые письменные документы. Проследить историю республики, основные вехи ее становления нам поможет заведующий отделом этнологии научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, кандидат философских наук Борис Харсиев. Свою исследовательскую работу по поиску сведений о нашем народе он ведет уже не один десяток лет. Недавно вышла в свет его книга «Сборник документов и материалов об Ингушетии и ингушах с 19 по 21 века», которая стала настольной книгой для многих историков. Столетие государственности ингушей наша республика будет отмечать в 2024 году. Ингушская автономная область образовалась 7 июня 1924 году. Истоки Ингушетии как государственности начинаются с Горской автономной Советской Республики 1921 года, когда со временем она начала расформировываться, из ее состава начали выходить один за другим кавказские народы. Вышла первая Кабарда, затем Чечня, затем другие субъекты. В конце концов, на 24 год остались в Горской республике два субъекта. Это Ингушетия и Осетия, и как раз-таки указом в ЦИК 7 июня 1924 году эти два субъекта были преобразованы в Ингушскую автономную область и Североосетинскую автономную область. Вот с этой даты начинается государственность Ингушей в 20 веке. История государства, в которое входили ингуши и которая приписывает нашему народу в более ранний период, чем 20 век, это средневековая Дзурзукетия. Борис Харсиев отмечает, что в различных архивах хранятся документы, подтверждающие эти данные. Есть много неисследованных страниц, но это уже определенно ясно, что средневековое государство ингушей называлось Дзурзукетией. Кстати, вот то, что городище, Гамурзиевское городище было найдено в 18-19 году, 2018-19 году, вот как раз-таки это часть той самой Дзурзукетии. Почему? Потому что там нижняя дата 7-5 век до нашей эры и верхняя дата где-то порядка 13-14 века. До официального установления государственной власти на Кавказе происходили самые разные процессы, и, конечно, наш народ, как неотъемлемая часть Кавказа, участвовал в них. Ингуши входили во все государственные системы с древних времен, которые находились на Северном Кавказе и даже в целом на Кавказе. Поэтому корни государственности и у ингушей всегда были, они стремились к государственности. До российский период, надо отметить, у ингушей варьировалось от 12 до 10 тукумов, от 12 до 10 обществ, которые объединялись и носили, в общем-то, полисно-государственную форму. Поэтому стремление к своей государственности и историю своего государства, конечно, ингуши имеют со средних веков, в крайнем случае, из тех источников, которые мы знаем. После русско-японской войны, благодаря трудам многих блестящих офицеров из числа наших земляков, которые проявили себя на военной службе как смелые и храбрые офицеры и военачальники, а также части интеллигенции начала 1900-х годов, был создан Назрановский округ в 1909, который стал первой ласточкой на пути формирования нашей государственности. И очень скоро появилась собственная милиция, собственные лечебные заведения, собственные школы. И, в общем-то, в культурном плане и в социальном плане ингушское общество стало подниматься с колен. Назрановский округ просуществовал до 1917 года, после чего он вошел в союз горцев, который вскоре был преобразован в мае 1917 года в Горскую автономную Советскую социалистическую республику. Но и она недолго просуществовала, до 7 июня 1924 года. В Горской республике, надо заметить, тоже не очень простые, так сказать, процессы происходили. Почему? Потому что изначально, допустим, было создано у осетин два округа.
это Дегорский округ и Остинский округ. А Остины сумели путем больших усилий объединить эти два округа. Затем путем громадных усилий, определенной идеологии, работы с Москвой, с Кремлем, значит, центр Терской области сначала, а потом Горской республики, город Владикавказ, стал столицей Осетии. Вот это вот поступательное движение осетинской интеллигенции, оно очень показательно. Вот. И в конце концов, вот эти вот проекты по расширению своей территории, сфер деятельности, в общем-то, они возымели огромные, так сказать, успехи. Дальнейшая история нашей государственности делится на следующие этапы. Это ингушская автономия с 1924 по 1934 годы, Чечено-Ингушская АССР с 1936 по 1944 годы, после чего она была упразднена. Далее ссылка в Казахстан и в Среднюю Азию, а после возвращения на родину была вновь создана Чечено-Ингушская автономная Советская Социалистическая Республика. Новейшая история для нашего народа начинается в июне 1992 года, когда была образована Республика Ингушетия в составе Российской Федерации. Борис Карсеев считает данный документ о создании новой республики судьбоносным. От него надо отталкиваться и идти дальше в развитии своей собственной государственности. Ибо как раз-таки государственность только нам даст развитие культуры, социальной сферы, индустриальной сферы и всего остальное. В государственности наши силы. Государственности наше будущее. Чтобы добиться успеха в будущем, важно не только поднимать уровень жизни людей, но и знать, какой вектор направления выбрать для этого. И касается это не только страны в целом, но и отдельного региона в частности, отмечает Борис Магомедкереевич. Разработав правильную стратегию, можно сделать Ингушетию инвестиционно привлекательным регионом. Я думаю, сила России в первую очередь заключается в Кавказе. И вот почему я так говорю, я могу объяснить. Если сегодня продолжить тот проект, который был начат еще в 80-х годах, в советское время, по строительству Транскавказской железной дороги через Ингушетию. Этот маршрут, значит, предполагал соединить Закавказье, Северный Кавказ и Россию через Асяновское ущелье. Я думаю, это даст очень большие экономические выгоды нашей стране. Не то, что Ингушетии, а нашей стране. Почему? Потому что мы тут же получим выход из Кавказской республики, мы тут же получим выход на ту железную дорогу огромную, которую сегодня строит Китай, Турция и все республики Закавказья, кроме Армении, под названием «Шелковый путь». Это раз. Во-вторых, мы получим второй проход Дарьяльский, который никогда не замерзает. То есть по железной дороге можно будет переправлять все грузы необходимые, даже с машин ставить на вагоны, переправлять в любую погоду. Вот в таких проектах, глобальных проектах, заинтересованы мировые финансовые элиты. Говорят, без прошлого нет будущего, и поэтому нам важно знать свою историю и людей, которые создавали ее. И вместе с тем мы, как нация, должны участвовать в формировании будущего. И, конечно, работать над этим необходимо уже сегодня.